Эта история начинается с обоснования и покупки данного квадрокоптера. Было интересно снять нашу природу с необычного верхнего ракурса. Ну, Валерий Батькович, не пугайся, меня что-то потянуло на экзотику. Хочу квадрокоптер купить, чтобы интересные кадры делать. Надо такой квадрокоптер купить, чтобы меня поднимал. Вообще интересно, конечно, сверху, а то мы и снизу, и со всех боков снимали, Да. А сверху еще нет. От коптера мы никуда не денемся, лысиной блестеть будет в любом ельнике. Хорошо, предупредил, шапку одевать буду. Дешевые квадрокоптеры меньше 5000 я, в принципе, сразу отмел, потому что для меня качество съемки не на последнем месте. Поэтому в основу я заложил, чтобы я и по цене потянул, и достаточно хорошо снимала. Я выбрал MGX Bax 12 EIS. Уж больно приличные характеристики у данного квадрокоптера. Понятно, что в реальности они могут быть занижены, эти характеристики, но все равно впечатляет. Максимальное время полета 22 минуты. Дальность управления по радиоканалу 600 метров. Мне это за глаза хватит. Ну, высота 120 метров. Пойдет. Все, окей, хорошо, спасибо. Какой-то легенький и маленький. Ну что, Серега, пришел твой квадрокоптер? Не хочешь посмотреть на чудо-юдо? Тяжелое? Легенькое? Ой, вообще легкое. Я даже не знаю, это радует или огорчает, пока не знаю. На эту модель цены в интернете играли от 16 тысяч до 24 тысяч. Но я в Москве нашел интернет-магазин, где мне продали за 15 490. Плюс дополнительно купил запасной аккумулятор на всякий пожарный за 3000. Сама пересылка 1300. От Москвы до меня по прямой чуть больше 1000 километров. Квадрокоптер пришел мне за 6 дней. Все это мне вместе стало 19 790 рублей. Проверим. Сумка. Классная сумка. Ух ты. Новенький, упругенький. Запасные винты. Ну что, давай. Показывайте, какой ты тут. Ну что, пора поставить тебя на учет. Красавец. Ну, я готов к трудовой обороне. Самый сейчас главный вопрос. На русском языке что-то есть в инструкции? Господи, благослови, чтобы что-то на русском было. Хрен тут дождешься что-то на русском. Заходим в госуслуги, ставим на учет свой квадрокоптер. Я уже сделал заявление позавчера. О, услуга оказана. Вчера. Ну, ребята, за сутки. Быстрее, товарищи. Ну что ж, придется нанести выданный мне учетный номер. Интересно, чем? Ну, я думаю, как я номер рисую, цифры в темноте за третий сорт пойдет. Ну, как у меня номер вышел? Нормально? Ну ничего, да. А что за смех? По-моему, Это буква Т, да? это английская буква Т. Т маленькая. Ну, чуть жирнее получилось. Ну, ничего. Видно, видно. Кому надо, поймут. Да. Английский язык учил я, дай бог памяти, лет 50 назад. Поэтому не будем усложнять свою жизнь. Набил квадрокоптер, инструкция по применению на русском языке. Ну, возьмем этот. Замечательно. Этот мини-вертолет сделан так, что без использования смартфона не видишь, где летает эта редиска. Поэтому скачиваем приложение для своего смартфона. Приложение 6 букв, то есть 8 знаков. Лучше используем QR-код. Так, у меня Android совпадает. Но лучше с первого источника снимем. Сканер. Так, ну, Google Play. Установить. Подождите. Ну, 60 мегабайт. Ждем.
Достаточно быстро качает. Карта памяти microCD, класс 10. Первый запуск квадрокоптера. В поселке нельзя, поэтому целый день дул сильный ветер, к вечеру стихло, на ночь обещают -5. Ну раз в поселке нельзя, мы выйдем на стадион. Надеюсь, на стадионе можно. Ну, снега сантиметров 12. На лыжах, пожалуй, не побегаешь, но пешком можно. Вау! Еще и лужи тут есть. Для 15 апреля маловато снега, маловато. Ранняя весна у нас идет. Поэтому до хоть этих страданий квадрокоптер мы должны запустить и настроить. По инструкции аккумулятор квадрокоптер устанавливается только на период работы этой штуки. Так, постой пока здесь. По инструкции делаем включение модели. Раз, два, три. И делаем привязку к модели. Когда женишься, хочешь не хочешь, пару тысяч нервных клеток помирает. Это в норме. И этот квадрокоптер у меня, наверное, не меньше уменьшил нервных клеток. Но первое знакомство вышло немножко комом чисто по моей вине. Ошибся, сунул сюда батарейки, которые уже сели. Поэтому он пи-би-би-би, пошел нафиг. Ну, пришлось купить новые. И все заработало. Батарейки имеют полный заряд. Включаем. Привет. Ага, соединение есть. При каждом включении надо отрегулировать компас. Поэтому 6 раз так, против часовой стрелки. И 6 раз так. Сигнал пропал. Все окей. Ну, готов к трудообороне? Готов. Нервные клетки у меня загнулись, когда я пробовал включить двигатель. Первое нажатие кнопок, 0 эмоций. Не хотел, хоть тресни. Посмотрел 120 тысяч видео, потом догадался использовать такое изобретение человечества, как интернет. Почему не включается квадрокоптер? И нашел. Если вот так малый газ не сделаешь, то он у меня не включался. Изначально при покупке это действие оказалось у меня обязательно надо проводить. Малый газ дать, отпустил, и после этого заводится. Работает. Чтобы разобраться с включением моторов у квадрокоптера, у меня 10 дней ушло. Ёлки-моталки. Но мое расстройство с этим квадрокоптером по сравнению с нашим котярой Кузей даже близко не лежало. Когда я купил батарейки новые, поставил пульт, неохота было с дома выходить, думаю, дай в квартире проверю. Включил, он мне закрутился, думаю, что, надо и посмотреть, летает, не летает. Газик прибавил, он взлетел. И стал влево, вправо, а я первый раз в жизни, ясно дело, думаю, надо посадить. Чем ему по квартире летать, что-нибудь сломает. Поэтому на пульте я малый газ и красную кнопку нажал, чтобы он выключился. По инструкции поступил. Я же не ожидал, что кот решил у меня пробежаться под ногами. И у меня квадрокоптер на него, а тем более, когда он садился, туда-сюда, туда-сюда. И прямо на него кот как рванет, от такой жужжащей штучки. И квадрокоптер на него. Не знаю, как так получилось, что в щель там 6,5-7 сантиметров. Это наша бочка под названием Кузя. Как туда влезла, не знаю. По-моему, он там диван подбросил, когда он под диван залез. Охренеть! Нифига себе! Сразу выключается. Ни хрена не сразу выключается. Кузя! Где ты там? Живой? Ширина щели 7 сантиметров. Так, Кузя в ширину 14 сантиметров. Толщина 12. Как ты под диван влез-то в такую щель маленькую? Я уже думал, ребра что ли сломал, потом пощупал, вроде целый. Вот у него, я думаю, пару миллионов нервных клеток сдохло. Так, ну что? Мама мия. Полетели. Управление достаточно легкое. Ну-ка, влево-вправо.
По горизонтали 40 км в час может отдавать. Страсти мордасти, да. Да. Учиться придется. В какой-то момент надо привыкания. Ну что, Валерий Батькович, надеюсь, более интересные кадры можно будет в лесу сделать? Если какая-нибудь живность вдруг появится между деревьев, может, интересные кадры будут. Это ты на медведя намекаешь? Так, ну ладно. На носу весна, посмотрим. Ждем охоты. Ну, зашел в лес, чтобы поснимать в узких местах. Как он будет летать? Ну, пошли домой. Выключить камеру. Ну, что можно сказать по управлению? Управляется классно. Четко. Осталось проверить, что он снял. По своим показателям, приличный квадрокоптер. Но у него оказался большой минус, на который я подсел и не смог справиться. Это то, что пульт управления со смартфоном связывается по Wi-Fi с частотой 5 ГГц, то есть 5G. У меня только смартфон поддерживает 2,4. Получается, что где-то у меня летает квадрокоптер, а я не вижу, что он видит. То бишь, вот эти угол наклона, повороты, кадры выбирать чисто наугад. На этом я уже споткнулся. Пробовал снять речку, снял лес, бог знает что, только не снимал, а речку промазал. Это большой минус. Причем минус такой, что его до весенней охоты просто даже не успею сделать. По сути дела, надо покупать новый смартфон, который поддерживает Wi-Fi 5G. Новые расходы, которые я, в принципе, преодолеть не могу. Ну, придется поехать на охоту и снимать, что попадет. Отсутствие связи со смартфоном не позволяет мне включать много чего, что заложено в этом квадрокоптере. Основное, на что я напоролся, это то, что камера квадрокоптера снимает в нескольких разрешениях. Боюсь, что там разрешение поставлено изначально 4К. И сколько кадров в секунду. В принципе, без смартфона это никак не посмотреть и не поправить. Когда я снимал, и когда выложил в свой компьютер, увидел, что кадры снимаются, дергается, снимается, дергается. Пробовал скорость увеличивать, уменьшать, все равно пропадают кадры. Кусок видео идет, потом пропадает, кусок видео идет, снова пропадает. Ну, этого я уже избежать не могу. До охоты считанные дни остались. Что смогу, то и сниму. Чисто наугад. Интересно все-таки, на квадрокоптере сейчас установлено, какое разрешение, сколько кадров в секунду. Запрашивал эту фирму, которая этот квадрокоптер сделала. В конце концов мне ответили, либо меняй квадрокоптер, либо покупай новый смартфон, который поддерживает связь по Wi-Fi 5G. Редиски.